Тепло приветствую вас, дорогие телезрители, уважаемые любители спорта. У нас очередное интервью, которое обещает быть очень интересным, с представителем одного из не самых популярных видов спорта в Таджикистане, но очень престижного по всему миру, из мира автогонок. Бижан Абдулоев, парень, который выступает в дисциплине Формула-3. Бижан, добро пожаловать к нам в студию, рад тебя видеть. Большое за приглашение. Давай начнем с самого банального. В Таджикистане, насколько я знаю, больше нет представителей в автогонках. Да. В частности, в дисциплине Формула-3. Как так получилось, что ты сейчас выступаешь в Формуле-3, и как ты пришел к этому спорту? Вы правы, у нас нет ни одного представителя из Таджикистана в автоспорте в целом. Как так вышло? Автоспортом я начал увлекаться прям с самого детства. Как я уже говорил много раз, это благодаря дедушке. Он увлекается автоспортом, он часто смотрел Формулу-1 по телевизору, и с самого детства я точно так же с ним смотрел по телевизору Формулу-1. И благодаря этому я загорелся желанием заниматься автоспортом тоже. Не только в частности формулой, но и в принципе любыми другими гонками. Это могли быть Наскар или... Да, это были вообще любые. Мне просто нравилось водить, мне нравился адреналин, драйв, поэтому мне это очень понравилось. Я решил заниматься картингом, но у нас в Таджикистане, к сожалению, автоспорт вообще не развит. У нас Отсутствует, да, если быть точнее, да? Да, отсутствует. У нас есть только пару мест, 2-3 места, где есть картинг, но не профессиональный, не спортивный, а такой более развлекательный. И с самого детства я туда ходил, просто тренировался, развлекался. И с 9 лет я начал заниматься картингом именно профессионально. Ездил по разным странам, выигрывал в разных местах, где мог. По возможности, конечно, участвовал там, где мог. Но я не мог участвовать, например, в той же Европе, в чемпионате мира, потому что это было довольно дорого. Но весь мой карьерный путь, он стрельнул именно когда я поехал в Китай в 17 лет на учебу. Там я точно так же начал заниматься автоспортом. Я начал сначала ходить по таким обычным картинг-клубам и спрашивать у них, какие у них чемпионаты проводят и как мне туда попасть, как я могу там участвовать. И благодаря этому я смог попасть в чемпионаты именно в Китае, стал там участвовать и завоевал несколько титулов и множество побед. Если не выезжать за рамки Таджикистана, невозможно же стать профессиональным гонщиком. Ну да, скорее всего, да. Потому что у нас не только Таджикистан, у нас в общем, в целом в СНГ, кроме России, у нас автоспорт не сильно развит. Поэтому не выезжая за рамки, я бы сказал, не только Таджикистан, а именно СНГ, очень сложно, практически невозможно. Ты учишься в Китае? Да. Как распределяешь время между учебой и спортом? Сейчас для тебя автоспорт это хобби или пытаешься делать шаги в сторону профессионального уже повышения до Формулы-2 и так далее? Автоспорт для меня тем более сейчас не хобби. Сейчас я пытаюсь сделать все, чтобы пойти дальше, Формула-3, Формула-2 и, дай бог, Формула-1. Как я распределяю время? Я не буду говорить, что это очень легко, что я прям такой очень крутой, который все может, Супермен. У меня получается распределять, но, конечно, с трудом. И, конечно, для этого нужна очень сильная дисциплина, потому что мне надо уделять времени как и учебе, а там экзамены, а это все равно еще и Китай. Мне надо изучать китайский. Он, конечно, у меня хороший, но не прям идеальный, не прям как у тех же китайцев. Я его все равно до сих пор изучаю, продолжаю изучать. Ты по какой специальности обучаешься? Экономист. Экономист. Да. Две очень разные дисциплины, нет? Да. И поэтому, тем более у меня там, так как я учусь на экономиста, у меня там математика, микроэкономика, все подобные предметы, и тем более им нужно уделять внимание, так как если я, например, упущу какую-нибудь тему по математике, то мне в дальнейшем будет очень сложно их догонять. Но точно так же для меня очень важен автоспорт. Для меня это не просто мечта сейчас, для меня это именно цель попасть в Формулу-1. Поэтому я делаю все, чтобы распределять и учебу, и спорт, в частности именно Формулу-1. У меня, слава богу, у меня получается. И мне повезло, не повезло, я очень благодарен, что мой университет поддерживает меня в этом.
все учителя, они поддерживают меня в этом, они мне помогают. Вот, поэтому да. А с какими еще трудностями сталкивается человек, который делает первые шаги в профессиональном автоспорте, кроме того, что у тебя университет? Еще какие трудности? Ну, трудности, ну, другие спорты не знаю, но в частности Именно про да, вот, автоспорт. Самая большая проблема – это финансы, это финансирование. Я очень долго и очень с большим трудом я искал спонсоров, потому что так как я со средней семьи, а Формула-1 и в частности автоспорт – это самый дорогой спорт. И, конечно, если я был бы семьей миллионеров, миллиардеров, мне было бы намного легче там просто поехать куда-то. Да, поехать куда-то, просто чтобы мои родители там заплатили сколько-то определенное количество денег, сколько тысяч, я просто катался, я просто гонял. Но так как я со средней семьи, мне надо вкладываться, мне надо показывать результаты ради спонсоров, ради того, чтобы меня заметили. Тем более так как я не с Европы, ни с Азии, да, там, ни с Китая, ни с Японии, ни с Америки. Я с Таджикистана, не самой известной страны. Для меня это тем более сложнее, так как многие просто тупо не знают, чисто не знают откуда. Нет такого, что к таджикскому автогонщику относятся скептически. Например, если это таджикский дзюдоист, то автоматически подразумевает, что это очень хороший дзюдоист, раз он вышел на мировой арену, так как Таджикистан – это страна борцов. Если это футбол, также подразумевает, что тут у нас неплохой футбол. Но автогонок так как нет. И видят, что ты таджик. Нет скептического отношения к этому? Ну, вообще нет. Я вот у меня соцсети развиты, сколько людей я встречал. Пока я вообще никогда не встречал какого-то скептиза, то, что вот якобы он там таджик, он не сможет. Наоборот, немногие, а именно все меня поддерживают, желают удачи, желают того, чтобы я пробился в Формулу-1 и был именно одним из первых там со стран СНГ, ну, не считая России. Скептиза нет. Как проходит обычный тренировочный день? Вот те упражнения, которые мы смотрим, как занимается Хэмилтон, как занимаются остальные ребята, это есть в Формуле 3? Когда Да. качают шею, когда крутят тяжелейший руль, вот эти тормоза сверхпрочные. Да, есть. Так как все равно Формула-1, Формула-3 это немного разное, там нагрузки немного разные, поэтому у меня тренировочные дни, они немного легче, чем у пилота Формулы-1. Но, в принципе, то же самое. Именно сами упражнения очень похожи. Я точно так же тренирую шею, я точно так же тренирую руки и точно так же тренирую ноги. К примеру, так как я знаю, в Формуле-1 есть именно именно в болиде, в их системе, есть в руле, есть такая система, которая помогает немного рулить, поворачивать рули. И им не нужно использовать всю силу своих рук, своего тела, чтобы поворачивать. В Формуле 4 и Формуле 3 такого же нет. Поэтому приходится использовать всю свою силу, всю, которая у тебя есть, чтобы поворачивать руль. И там спустя 10 кругов, именно интенсивных заездов, у тебя начинают гореть руки. И особенно, что очень важно, это качать ноги, потому что при каждом торможении, ну не каждом торможении, при большинстве торможений, когда ты после длинной прямой начинаешь резко тормозить, надо выжимать где-то минимум 60-70 килограмм. Сидя это нелегкое дело. Это не легкое. Ну, я бы не сказал легкое, потому что это довольно сложно. Конечно, помогает именно вот эти G-Force нагрузки, потому что они давят и это чуть-чуть помогает. Но это где-то 5-10%, а все остальные ты все равно должен выжимать сам. Ты молод, не так много еще выступал, Ну, да. но тем не менее, какую гонку в своей карьере считаешь самой яркой? Самой яркой? Ну, я могу назвать две. Одна из, это последняя в 2024 году, это когда я смог стать вице-чемпионом. Почему она была одной из самых яркой? Потому что разница в очках между мной, я был до гонки, последней гонки, я был на 3-м месте в общем зачете. Если бы я выиграл эту гонку, то я бы, собственно, стал вице-чемпионом, я бы обогнал 2-е место. Вот. Именно поэтому для меня победить в финальной гонке было очень важно, и я смог победить, я стал вице-чемпионом. А вторая, самая яркая гонка, это когда она происходила в Ухане, тоже в 2024 году, когда я стартовал последним и приехал вторым. Круто. Аварии были? Аварий? Нет, пока нет. Ну, дай бог, чтобы никогда не было.
какой путь должен пройти автогонщик, чтобы пройти этап Формулы-3 и перейти уже на уровень выше Формулы-2? Как это все выглядит, как это все происходит? Например, в других видах спорта мы детально знаем, как это все происходит. Например, если это футбол, вторая лига, первая лига и так далее. Как это все происходит в автогонках, особенно в формуле? Ну, все начинает, в принципе, любой автоспорт, неважно какой путь, там Наскар, Лиман, он всегда начинается с картинга, потом зачастую идет Формула 4 или, например, GT4. Вот. Но именно так как я пилот формулы, я буду говорить про формулу. С картинга мы идем на Формулу 4, потом мы идем на региональную Формулу 3. Но это Ты сейчас на уровне регионального Формулы 3. Я на Формуле 4, но вот буду переходить на региональную Формулу 3. Вот. Потом региональная Формула 3. После этого идет уже официально Формула 3 мировая. Это чемпионат, который по всему миру происходит. То есть, если, например, Формула 4 есть китайская, там, например, бразильская, французская, они происходят только в одной стране. Региональная же, она происходит, например, либо только в Европе, либо только в странах ОАЭ. А Формула 3, официально мировая, она происходит по всему миру, то есть и в ОАЭ, и в Европе, и в Азии может проходить. После Формулы 3 идет Формула 2 и потом Формула 1. Но, то есть, если с Формулы 3 в Формулу 2 попасть не так сложно, но именно с Формулы 2 попасть в Формулу 1 бывает довольно очень сложно, потому что не всегда есть места в Формуле 1, потому что в Формуле 1 всего лишь 20 мест, и, понятное дело, ни один гонщик не хочет просто так отдавать свое место, которое он точно так же заслужил тяжелым трудом. Вот, поэтому иногда кому-то приходится ждать несколько лет, чтобы получить это место, а иногда кому-то везет, и он сразу получает это место. Это больше удача или как повезет. На каком уровне уже такие крупные команды начинают присматриваться к молодым ребятам? С Формулы 3 или с Формулы 2? Ну, я бы сказал в основном с Формулы 3, но они также еще приглядывают с самого картинга, но это относится только именно вот к чемпионату мира, а он происходит только в Европе. Вот, поэтому если человек не участвует в чемпионате мира, то его там не заметят. В Формуле 4 приглядывается, но не особо часто. Начинают приглядываться именно с региональной Формулы 3, когда гонки происходят именно вот в Европе. На уровне Формулы 4 можно зарабатывать деньги? Можно на этом жить или нет? Нет, я бы сказал нет. Потому что, конечно, можно зарабатывать там с реклам, со спонсоров, но так как... Именно с автогонок напрямую, не около спортивной темы. Можно, но я бы все равно сказал нет. Потому что, конечно, тебе даются призовые деньги, там, например, в Формуле 4 это 50-60 тысяч долларов. Но так как я уже говорил, автоспорт – дорогой спорт, все эти 50-60 тысяч уйдут на Формулу 3, к тому же. Выход на новый уровень. Да, и так до Формулы 1. Пока команды не начнут тебе предлагать контракт и не начнут платить именно сами тебе, чтобы ты за них участвовал. Вот. А Формула 4, Формула 3 – это именно ты платишь. Что самое сложное в управлении болидом в Формуле 3? Формула 3, я бы сказал, именно нагрузки. Нагрузки, то есть сначала ты их не особо чувствуешь, но с течением времени у тебя, как я уже говорил, у человека начинают гореть руки, болеть ноги. И так как эта машина с одним местом, двигатель находится прямо сзади нас, а он нагревается там до 90, до 100 градусов, и это очень жарко. Поэтому, например, в Формуле 1, конечно, они гоняют 2 часа подряд. До Формулы 2 мы гоняем где-то максимум 30-40 кругов. Не так много по сравнению с Формулой 1, но все равно достаточно много и достаточно тяжело. Поэтому 30-40 кругов без остановок выдержать там 100 градусов за твоей спиной, и когда у тебя уже начинают гореть руки, гореть ноги, это довольно сложно. Я понимаю, что весь этот путь для молодого человека невозможен без поддержки родителей, но как они смотрят на то, когда, например, по прямой трансляции видят, как разлетается болид Формулы 1, летит вообще за стены, и ты собираешься в эту дисциплину? Они боятся, конечно, особенно моя мама. Моя мама, моя бабушка, моя тетя, они, конечно, боятся. Я стараюсь показывать им эти моменты, потому что я знаю то, что когда они это видят, они такие говорят: зачем тебе это надо, не иди туда, я не хочу, то есть вот точно так же вдруг попадешь в такую же аварию. Но я не знаю, что сказать на самом деле. Но вот мой отец, он
он, конечно, переживает, он боится, но он не старается останавливать меня. Ну, моя мама тоже... Легче воспринимает, да? Ну да, чуть легче. Моя мама, конечно, меня никто не останавливает из семьи, просто именно мой отец и, в принципе, мужская часть семьи, они легче это воспринимают. Вот. Но они, в принципе, вся семья волнуется. Ну да. А самому не страшно? Не особо. Я это часто когда меня это спрашивают, я это сравниваю, например, с боевыми искусствами, с боксом. А бояться попасть в аварию в автоспорте — это то же самое, что бояться пропустить удар в том же боксе. Вот. Если ты будешь бояться попасть в аварию, ты не сможешь из себя вытянуть все 100%. Ты будешь постоянно думать, типа, а что будет, если я, например, там чуть-чуть задену траву и вылечу? Что будет, если там в аварию сейчас попаду? Ты не сможешь поставить самые быстрые круги, ты не сможешь быть самым быстрым гонщиком. Поэтому я не то чтобы не стараюсь об этом думать, я, в принципе, об этом не думаю, да и не боюсь как-то. Отлично. А твой любимый спортсмен в автоспорте? Любимый гонщик? За всю историю или прямо сейчас? Давай вообще самый любимый и кто сейчас? Ну, прямо сейчас я бы сказал Макс Ферстаппен, потому что За агрессивное вождение? Да. Мне нравится его агрессивное вождение. Мне нравится то, что он не боится, он не боится совершать разные маневры, которые остальные бы побоялись, потому что все равно Формула-1 это такой, именно болиды Формулы-1, они довольно хрупкие, если там как-нибудь заденешь, то там все может разломаться. Поэтому большинство других пилотов, они стараются ехать довольно аккуратно. Если они могут обогнать, зачастую они не обгоняют, потому что они боятся там где-то что-то повредить, вот, ну что-то подобное. Но мне нравится Макс Верстаппен за то, что он не боится, за то, что он агрессивен. И вот да. А в общем, за всю историю мне нравится Айртон Сенна, точно так же за агрессивное вождение, за то, что он точно так же, как и Макс Верстаппен, был бесстрашен. Но чем мне нравится и Макс, и Айртон Сенна, это тем, что они полностью горят своим делом, они полностью отдались автоспортом, поэтому я стараюсь точно так же отдаться своему делу, именно автоспорту полностью. Я уделяю ему, не большую часть, не побоюсь этого слова, именно всю свою жизнь я тренируюсь на симуляторах, я смотрю гонки. У меня практически нет другой темы обсуждения, как именно автоспорт. А в процентном соотношении, что больше играет роль в успехе гонщика? Хороший болид и талант гонщика? Процентное соотношение? Ну, я бы сказал, талант гонщика где-то 60-70%. Конечно, болид это все равно очень важно, но как... Но Ферстаппен гонял на Honda. Да. Вот. В 2024 году у Red Bull, у Макса Верстаппена, у него не было прям такого супер быстрого болида, но он все равно показывал отличные результаты, и он все равно стал 4-кратным чемпионом мира. Как, например, вот у него одна из самых моих любимых гонок его, это Бразилия 2024 года, когда он с 17 места в ужасный дождь приехал на 1 место. Вот. Да. Твоя любимая трасса? Хоть и не гонял, но тем не менее же смотрел гран-при, чемпионаты, и наверняка есть трасса, которая тебе больше по душе. Ну да, я бы сказал Бразилия, Сан-Паулу, потому что это родной город Айртона Сенны, ну и мне, в принципе, нравится вся атмосфера именно там. Твоя конечная цель – это Формула-1? Или даже если доберешься до Формулы-2, ты будешь удовлетворен собой? Ну, моя конечная цель – это Формула-1. Я не могу сказать то, что я буду удовлетворен. То, что мне будет очень приятно, если я доберусь до Формулы-1. Мне, конечно, будет очень приятно, но я буду чувствовать то, что я мог пойти дальше, но как будто я мог, но я не сделал этого. Поэтому я всегда хочу добиваться прям полностью на все 100%. Все ли в автоспорте зависит только от таланта и дисциплины человека? Есть же огромное количество факторов, которые влияют на итоговые его достижения. Ну, оказаться в нужном месте в нужное время, там, где, например, нужен, гонщик, и ты у них на виду. Ну, я бы сказал, это где-то, может, почти 50/50. Конечно, талант гонщика и его целеустремление очень важно, но
точно так же очень важно просто иметь удачу, как вы сказали, просто быть в нужном месте в нужное время, чтобы тебя заметили. Точно так же, ну, я не хочу говорить то, что мне повезло, потому что я попал в Формулу 4 благодаря своим трудом, своими результатами, но с одной стороны, мне просто повезло, то, что в одной из гонок был директор команды Формулы-4, и он меня заметил, и благодаря этому я попал вот в весь мир автоспорта. Если в конечном итоге придется забросить автоспорт, кем ты себя видишь в будущем? Я, скорее всего. Честно? Ну, я на самом Да, деле не думал даже. иногда думаю, просто, честно, я не могу прям дать такого ответа. Вот обычно я отвечаю, я пойду там дальше учиться и работать по специальности, но, если честно, я не могу себя представить кем-то другим, кроме как гонщиком. А свободное время на какие-нибудь другие хобби остается или нет? Ну, летом, когда у меня каникулы, ну вот летом бывают такие моменты, вот в календаре, по гоночному календарю у нас бывают определенные там перерывы в 2-3 месяца. Вот летом у меня сейчас будет перерыв, последняя гонка именно в картинге у меня была в мае, и вот все это лето был перерыв. И, конечно, я занимаюсь разными вещами. Например, я очень люблю с друзьями гулять по горам, играть в теннис. Вот. Остается время, но именно вот на каникулах, на перерыв. А когда именно вот такие рабочее время, то нет. Запланирована ли очередная твоя гонка? Известно ли, когда будет? Да, будет. Вот я полечу обратно в Китай 13 сентября на учебу, и чтобы продолжать учебу и продолжать картинг, чемпионат по картингу. И следующая гонка, она, конечно, не будет в сентябре, она будет только 18 октября. В одном сезоне сколько вот в целом может нагонять гонщик, который собирается в Формулу-4, Формулу-3? Примерно сколько гонок и в скольких из них он должен показать результат? Ну, в идеале, конечно, в половине как минимум. То есть, например, вот в моем чемпионате, в национальном чемпионате Китая, 10 раундов, и как минимум человек должен показать хорошие результаты, это победы или подиумы, как минимум в 4-5, ну вот в половине гонок, чтобы там директоры команд, чтобы разные скауты заметили его и записали его, и чтобы подумали, ну типа у него есть какой-нибудь потенциал. Кстати, есть огромное количество кейсов, когда очень-очень средние пилоты, забросив формулу, переходили в другую дисциплину и там становились лучшими, условно, Наскар или Леман. Не думаешь ли ты, если не получится в формуле, перейти в другую дисциплину? Я думал об этом, но я никогда не думал о том, что у меня не может получиться попасть в Формулу-1. Вот. Но мне точно так же нравится, например, Индикар или Леман. Наскар не могу сказать, потому что Наскар, я за ним слежу, но он мне не особо интересен, потому что там по кругу, там просто налево поворачиваешь по кругу. Там я понимаю все фишки, и почему людям это нравится, просто это неинтересно мне лично. Поэтому я не могу сказать то, что даже если, например, попаду в Формулу-1 и там старым стану, пойду в Наскар, но Индикар, Леман или гонки GT свободно. Еще какая-нибудь мечта тебя преследует в жизни? Либо, если быть точнее, так, какую еще мечту ты преследуешь, кроме как Формула-1? Ну, наверное, да, есть. Ну вот именно кроме Формулы-1 и кроме того, чтобы я бы хотел уже представлять Таджикистан, в Формуле-1, чтобы у меня было много фанатов, чтобы весь мир узнал о Таджикистане. Вот моя вторая мечта, другая мечта, я бы сказал, да честно, не знаю на самом деле. Кстати, наша передача, это будет для тебя поводом после записи подумать, какая еще у меня мечта есть. Но, Биржан, я тебе искренне желаю успеха во всех твоих начинаниях. В частности, я очень хочу увидеть, как в строю
есть один болид, и за ним сидит парень с прекрасной прической в шлеме, представляющий Таджикистан. И желательно, Спасибо большое. в идеале, чтобы болид был красным и логотип Ferrari. Спасибо большое за участие в нашей передаче. И будем надеяться, что уже в этом году будут какие-то сдвиги Да. по карьерной лестнице. Обязательно. Уважаемые телезрители, на этом наше очередное интервью подходит к концу. Напоминаю, что у нас в гостях был Бижан Абдуллаев, автогонщик, молодой парень, который представляет Таджикистан как минимум на региональных соревнованиях по автоспорту. Мы с вами прощаемся ровно до следующих встреч. Пока.